Депутаты Совета района провели последнее в этом году заседание. На повестке дня проект бюджета на следующий год и плановый период. Но вначале, по традиции, церемония награждения жителей за их заслуги. Здесь работники коммунальной сферы, образования, культуры, а также участник первых арктических дельфийских игр. Работа заседания началась с острого вопроса. Он касается здравоохранения. В последние дни в соцсетях идет речь о сокращении медперсонала в лечебных учреждениях поселков Нижний Одес, Вайвош, да и, собственно, в самом городе. Штатное расписание медицинского учреждения, оно складывается из такого соотношения, что 60% должны занимать медицинские сотрудники, это врачи и средний медицинский персонал. 40% занимают немедицинские работники. В Сосногорской ЦРБ это соотношение было нарушено, поэтому было рекомендовано привести его в соответствие. В первую очередь были сокращены вакантные ставки, а в остальных случаях были распределены, скажем так, профессиональные обязанности, и медицинских работников это не коснулось. Сокращение было проведено только по немедицинским работникам после проведения, опять же, нормирования трудового процесса. Это соотношение 60 и 40 проведено везде – Сосногорск, Нижний Одес и Вайвош. Еще один момент – стационар поселка Нижний Одес. По словам Бекчуриной, терапевтическое отделение было закрыто с 1 декабря. Но только из-за того, что там просто некому было работать. Стационар Нижнего Одеса, терапевтическое отделение, было закрыто с 1 декабря по причине того, что там некому было работать. Нету врача, который готов там работать. Стационар был не закрыт, а его работа была приостановлена до момента, пока не появится медицинский сотрудник. 12 декабря на работу был устроен хирург, конкретно на Нижний Одес. 13 декабря открыто отделение хирургическое на Нижнем Одесе. Работает круглосуточный стационар, хирургическое отделение на Нижнем Одесе. После того, как были получены ответы, народные избранники перешли непосредственно к основной части повестки заседания – бюджету района на ближайшие 3 года. По сравнению с 2022 он увеличивается на 27 миллионов, но при этом будет дефицитным. При планируемом доходе почти в 1 миллиард 380 миллионов рублей расход все же будет больше. Бюджет на очередной финансовый год запланирован с дефицитом в объеме 30 миллионов рублей. На плановый период бюджет бездефицитный. Финансирование дефицита будет осуществляться с привлечением коммерческих заимствований. Кроме того, предусмотрено неоднократное использование кредитных средств на условиях возобновляемой кредитной линии в течение 2023 года. Стоит отметить, что большая часть расхода бюджета, 80%, приходится на образование, культуру, спорт и социальную политику. Начальник финуправления также озвучила суммы дотаций в бюджеты городских поселений. В 2023 году они увеличатся на 30%. Бюджеты городских поселений в 2023 году с учетом средств республиканского бюджета планируется направить 13 миллионов 435 тысяч рублей. Это на 30% больше, чем было запланировано ранее. Из них бюджет городского поселения Сосногорск получит 924 тысячи рублей. Нижний Одес 7 миллионов 64 тысячи, бюджет городского поселения Вайвош 5 миллионов 447 тысяч рублей. После детального разбора некоторых статей расходов депутаты перешли к голосованию за принятие в работу проекта бюджета на ближайшие 3 года. В итоге 10 за, 2 воздержались. Таким образом, главный финансовый документ района принят. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск посетили представители Коми-республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Председатель Маргарита Колпащикова провела круглый стол с руководителями муниципальных учреждений и подразделений районной администрации. Мы здесь сегодня встречаемся с представителями органов власти для того, чтобы рассказать о том, как сегодня должна создаваться доступная среда, как ее можно делать вот именно в новых реалиях, потому что все непросто, мы очень хорошо понимаем, что есть и сложности и с финансами, поэтому вот сегодня мы это все будем обсуждать. Маргарита Михайловна состоит в Совете по делам инвалидов при главе Коми. Исполняя поручения Владимира Уйбы, она и ее коллеги примерно раз в год объезжают населенные пункты. До Сосногорска общественники побывали в Инте, Кнешпогосте и Визинге. Цель таких визитов – проверить объекты городской инфраструктуры на доступность для людей с инвалидностью и наладить взаимодействие с местными органами власти и подразделениями организации.
Маргарита Колпащикова высоко оценила работу сосногорского филиала. Взаимодействуем мы, конечно, очень плотно. На протяжении уже, наверное, лет 12 Сосногорская у нас организация является одной из лучших. Здесь очень хорошо развито направление – это занятие людей творчеством. Представители коми-отделения Всероссийского общества инвалидов провели в 3-й школе уроки доброты для 8 и 5 классов. Ребятам показали мультфильмы о проблемах людей с ограниченными возможностями. Затем последовало обсуждение. Все равно есть проблемы, есть барьеры, не только физические, не только социально-экономические, но и отношенческие барьеры. Скорее всего, это самое главное, наверное, потому что человек с инвалидностью должен в обществе чувствовать себя свободно, спокойно, не бояться того, что над ним будут смеяться или смотреть как-то не так. Ну, так мы детям объясняем. И дети должны понять, что люди разные, особенности разные, но мы все равны в этом мире, поэтому они прекрасно все понимают. Чтобы школьники лучше понимали, как себя чувствуют люди с инвалидностью, им предложили игру «Имитация». Нужно было выполнить простые действия, при этом имея ограниченные возможности. Хочу, как можешь, что можешь. Так. Узнала о том, что люди бывают разные, то, что мы все разные, но равны. Узнала то, что надо помогать людям, инвалидам и заботиться о них. Следующим был урок, посвященный параспорту. Школьникам рассказали о Паралимпиаде и представленных на ней видах спорта. Ребята смогли поиграть в итальянскую игру с мячом «Боче». Павел Дурников, Полина Бастракова, Вести Тимана, Сосногорск. В декабре Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» отмечает свое 25-летие со дня образования. Четверть века организация занимается патриотическим воспитанием молодежи, обеспечивает социальную и правовую поддержку военнослужащих и организует гуманитарную помощь. В Сосногорское отделение организации входит 44 человека. Сейчас «Боевое братство» помогает тем, кто находится в зоне проведения СВО и их семьям. Именно поэтому торжественный вечер, посвященный дню рождения организации, был также адресован и поддержке наших военных. В наше непростое время, конечно, мы не можем быть в стороне, да, чтобы не оказать поддержку семьям ребят, которые мобилизованы. Да. Этим ребятам, которые сейчас находятся в зоне дислокации, мы тоже собираем какие-то определенные наборы, вещи, тактические какие-то там, тактический инвентарь отправляем. Так что работы очень много, да. Но здесь, конечно, здесь надо не забывать, что без поддержки общественных организаций, жителей города, наша администрация, ничего бы этого не получилось, потому что, как говорится, один в поле не воин. Небольшая экспозиция в фойе «История Сосногорского отделения Боевого братства». С ней знакомились гости вечера, простые горожане, артисты и коллеги. Николай Кулябов приехал из Ухты. Он сам участвовал в сопровождении гуманитарного груза в зону проведения СВО. Так и держит руку на пульсе событий. Они хотят уничтожить нас, русский мир. Но мы никогда не должны на это пойти и все вместе, только вместе, помогать нашим ребятам, которые сейчас выполняют свой воинский долг по уничтожению и борьбе с фашизмом. Мы должны в первую очередь быть верны своих дедов. Дань уважения им за то, что они нам дали мирное небо, и сейчас мы должны продолжить их путь. Вынос флага – гимн. В трудное время государственные символы особенно сплачивают народ. Все стоящие в зале люди ощущали за своей спиной мощь сильного государства, которое делают таким в том числе и ветераны, объединенные в общественную организацию. Ваша организация своей многогранной деятельностью заслужила общественный авторитет и признание. Важно, что вы занимаете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, республики и нашего Сосногорского района. Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей общественной деятельности. На торжественном вечере состоялось награждение. Благодарностью главы Сосногорского района были награждены Вадим Кучумов и Владимир Жигунов.
Среди награжденных благодарностями Сосногорского отделения боевого братства Ростислав Синайский. Он пополнил ряды организации недавно и сразу нашел свою нишу, стал летописцем организации. Во-первых, это поднять патриотический дух населения, молодежи, которые, в общем-то, потихоньку забывают. И кинофильмов у нас сейчас мало таких патриотических. И преподнести урок молодому поколению. В память о тех, кто погиб на полях сражения, объявлена минута молчания. А тем, кто сейчас защищает Родину с оружием в руках, были посвящены слова и песни. Павел Дурников, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск.